Выходите свободным, живите свободно. Именно так я поприветствую вас сегодня, дорогие слушатели, на своем чеченском приветствии. Украина. Россия совершила самую масштабную за последние месяцы воздушную атаку на Украину, в результате которой пострадала энергетическая инфраструктура по всей стране. Погибли по меньшей мере 5 человек. Последняя сопоставимая атака произошла 28 августа, когда Россия запустила по Украине 127 ракет и 109 ударных беспилотников, сообщили украинские военно-воздушные силы. Китай. Субботнее нападение с ножом произошло в профессиональном колледже искусств и технологий УСИ в Исин, части города Уси восточной провинции Цзянсу. Подозреваемый 21-летний мужчина был арестован на месте и признался. Полиция Уси сообщила, что подозреваемый в нанесении ножевых ранений был зол из-за того, что не получил аттестат об окончании школы, провалил экзамен и не получил зарплату. Также в субботу власти южно-китайского города Чжухай заявили, что предъявили обвинение 62-летнему мужчине, который, по их словам, в понедельник вечером врезался на своем автомобиле в толпу возле спортивного стадиона, в результате чего погибли 35 человек и 43 получили ранения. Убийства спровоцировали редкую и жестко цензурируемую онлайн-дискуссию о психическом здоровье в Китае, об усилении стресса в связи с замедлением роста второй по величине экономики мира и о том, окажется ли молодежь в худшем положении, чем предыдущие поколения, извлекавшие выгоду из быстрого развития Китая. В этом году в Китае было зафиксировано не менее 6 громких нападений с применением ножей. Первый за почти 2 года телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца Владимиру Путину только поможет последнему почувствовать себя менее изолированным. Так в своем пятничном обращении прокомментировал состоявшийся разговор президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский также подтвердил, что знал о намерении канцлера Германии провести разговор с Путиным. Путину крайне важно ослабить его изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться, так как он делал десятилетиями. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по существу, и как раз это и привело к этой войне, добавил украинский президент. Россия должна продемонстрировать готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира, слова Шольца. В заявлении Кремля, распространенном российскими государственными новостными агентствами, Путин сказал, что любое мирное соглашение должно признавать территориальные приобретения и требования безопасности России, включая отказ Киева от вступления в НАТО. Путин также вновь заявил, что война в Украине стала прямым результатом агрессивной политики НАТО. Афера века. Навязываемая чеченскому народу шариатская норма Низам-2002 является неприемлемой подменой демократической конституции Чеченской Республики Ичкерия. Эта афера с чеченской конституцией была проведена в условиях бедственного положения народа, что делает его легитимность тем более невозможной. Важно осудить как сам Низам-2002, так и тех, кто его разработал, поскольку это противоречит принципам демократии и прав человека, особенно в контексте поствоенного выживания чеченского общества. Настоящая ситуация такова, что чеченский народ продолжает сталкиваться с последствиями военных конфликтов и политической нестабильности, что требует защиты демократических ценностей и прав человека. Основные отличия между Чеченской демократической конституцией и шариатским законом Низам-2002 заключаются в следующих аспектах. Первое. Принципы управления. Чеченская конституция основывается на принципах демократии, прав человека и гражданских свобод. Низам же 2002 предполагает применение шариатского права, что ограничивает личные свободы и права женщин. Второе. Законодательство. Конституция устанавливает светское законодательство, регулирующее общественные отношения.
Низам 2002 ориентирован на религиозные нормы, что может противоречить светским законам. Третье. Социальные права. Чеченская конституция гарантирует равенство всех граждан перед законом. Низам 2002 может вводить дискриминационные практики, основанные на религиозных убеждениях. На этом я завершаю сегодняшний выпуск новостей. Берегите себя и будьте здоровы. Адыкел Шамахквай. Маршал.